Центральная улица города или поселка на то и центральная. Своим видом она должна демонстрировать чистоту, благоустройство и всю ухоженность ближайшей территории. Но происходит это не везде. Очередной рейд по благоустройству прилегающих территорий коммунальщики решили провести в поселке Аркаим. В составе города данный микрорайон существует уже 20 лет. Здесь располагаются 22 улицы, более 1000 домов, в которых проживает порядка 4000 человек. Если одни к облагораживанию придомовой территории относятся добросовестно, то другим и дела нет, что творится у них за забором. А это напрямую является нарушением правил благоустройства города. По словам председателя поселка Раисы Ивановой, с каждым жителем проводится индивидуальная беседа, разбираются проблемы микрорайона на поселковых собраниях, но ответственных людей, готовых высаживать цветы, деревья, красить вовремя заборы и косить траву, немного. Предупреждение всем дали, но не все реагируют на это все с душой. Некоторые вообще не реагируют, некоторые реагируют хорошо. Вот покраска ведется. Многие жители, которые не живут здесь, они вообще не занимаются. Так, например, по улице Сибаева-Плеханов. Дом построил, забор лежит, не приезжает, ничего не делает. И таких домов предостаточно. Никто не требует, чтобы ограждение было заменено на новое, современное. Достаточно лишь имеющееся привести в порядок. Ведь сразу видно, кто по-хозяйски относится к своему жилью. Кстати, складирование строительных материалов возле придомовой территории запрещено, как недоведенные до конца земляные работы. Разрешение по ним необходимо получить во втором корпусе администрации. Иначе предписание. Если реакции не последовало, предупреждение повторится. Если и вновь горе-хозяин не отреагировал, тогда придется заплатить штраф. Статья 6.3 «Нарушение правил благоустройства». Там, если мне память не изменяет, от 1000 до 2 на физлицо, от 10 до 15 на должностное лицо и на юридическое лицо от 50 до 100. Даже уплатив штраф, в итоге все равно придется привести свою территорию в порядок. И лучше сделать это заранее. К тому же рейды во всех 11 поселках города будут продолжаться. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Карпова, телекомпания СТВ.